В эфире программа «Якутия Лайв. За и против». В этой программе мы с экспертами и лидерами мнений обсуждаем темы, важные для жителей нашей республики. Утро понедельника. Сегодня, как и с начала учебного года, этого учебного года, во всех школах страны началось с прослушивания гимна России, поднятия флага и так называемых разговоров о важном. О чем эти разговоры? Может ли ребенок не посещать эти уроки? Будут ли по ним даваться домашние задания и ставиться оценки? Мы обсудим сегодня с гостями в нашей студии. И первый вопрос, наверное, к вам, Ксения. Сегодня понедельник. Как прошел урок? О чем разговаривали? Сегодняшняя тема урока у нас была про космос, про Циолковского в связи с его юбилеем. Вот, нам рассказывали историю космоса, историю освоения. И также у нас потом была своя игра, где мы классом поделились на команды. И в итоге мы соревновались друг с другом, кто больше всего ответит на вопрос. А кто ведет эти уроки? У нас ведет классный руководитель. Вот, каждый понедельник первым уроком. Во всех школах, да, классные руководители ведут? Да. Да, ага. То есть... Во всех школах. У нас, например, вот в 31-й школе разговоры о важном — это как внеурочная деятельность каждого классного руководителя, поэтому это как час. Вот, классный руководитель со своим классом обязательно разговаривает вот на эти важные темы. Хочу сразу отметить то, что вот это вот очень полезные и хорошие уроки разговоры о важном, потому что все думали, вот когда вот эти уроки появились, все думали, что они связаны с другими событиями. Вот, но это совсем другое. Тут затрагиваются очень исторические важные темы, исторически важные личности, уважение к старшему поколению и патриотическое отношение к своей стране. Вот, например, если зайти на сайт единых уроков, то там уже можно найти все темы за вот этот учебный год, какие темы будут затрагиваться. И, соответственно, вот сегодня у нас были уроки на тему 165 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского. Вот, как уже Ксения сказала, мы на уроках провели игру, викторину между детьми. И следующая неделя у нас намечается, посвященная ко Дню пожилых людей, например. А эти темы, они ведь общие для всех, да? То есть спускается некий план. Вот у вас в школе тоже про Циолковского было? Я не сказал, что здесь какая-то есть, есть определенные рекомендации, да? Вот. И потом в большей степени, может быть, исходя из опыта, если взять, вот я еще советская школа, там, позже, то, в принципе, классные часы по тематике, они были всегда. Вот. Они были рекомендации, были целые буквально, так сказать, вот, тексты, в которые можно было взять за основу и так далее. И, по сути, сейчас вот примерно, видимо, создается такая же система. Но при этом в большей степени здесь учитывается и личность учителя. Классный руководитель, и бывает учитель-предметник, берет вот так для того, чтобы какой-то воспитательный аспект своего примера. Предмет, в первую очередь, конечно, предметы гуманитарные. В первую очередь, предметы, будем историко-обществоведческого цикла, но помимо этого здесь и вопрос психологии личностной, там, возрастной, детской, и вопросы, касающиеся взаимоотношений, психологии и так далее. Все это широкий, важный в таком возрасте, смотря какой класс, тем более у кого-то 10, у кого-то 11, у кого-то 8. В этом возрасте может быть важно и что-то личностное, да? Отношения между людьми и так далее. Поэтому, конечно, очень интересно иметь, рассказать о Циолковском, да. Но и опять же, через деятельность Константина Эдуардовича, он ведь когда-то, в принципе, тоже работал в школе, да, может какой-то аспект новый для детей, интересный открыть и затронуть и то, что сейчас. Там он же ведь тоже почти разрабатывал беспилотники, да, вот, и аппараты летательные. И есть... Детям интересно, когда с ними разговаривают о важном и не очень, как бы сказать, традиционно и привычно. То есть в какой степени затрагивать личностный опыт и так далее. Ну вот вы затронули тему психологов, у нас есть психолог в студии. Вот как, скажите, пожалуйста, как разговаривать с подростком на сложные, чувствительные, важные темы? Мне кажется, в первую очередь учителя, наверное, подтвердят, что дети на самом-то деле, если по возрасту им объяснять, в соответствии с возрастом, их особенностями, да, возрастными, психологическими
особенностями возраста, они, в общем-то, очень интересуются разными темами, да, и в какой-то момент они действительно переживают определенный спектр эмоций, чувств, становления своего отношения, мировоззрения, и для них важно, чтобы взрослые не высокомерно к ним относились, сказать, вы еще, вам это непонятно, вам еще это не ясно, а доступным языком, соответственно, возрасту им объясняли. Эти действительно темы важные, сложные, но нужные в их развитии, как гражданина, как человека, как... А кто определяет важность темы? Ну, то есть вот кто решил, что важен Циолковский? Это вот, ну, вы по программе решили или это вот... Так цикл этих классных часов, он уже расписан, он уже утвержден, в принципе, на год вперед. 36 часов уже предусмотрено, и которые должны провести. Вот хотелось бы отметить про наш класс. У нас 17-я школа. У меня ребенок посещает, например, 2 класс, и у нас очень хороший классный преподаватель, Коротова Валентина Кентьевна, которая доступна именно для второклассников, преподнесла сегодняшний материал про тему космонавтики, про тему про Циолковского, рассказала. То есть уже 8-леткам им уже более понятно, что такое, вот как развивалась космонавтика, кто зарождатель всего этого в России. И дети нашим, мне кажется, это очень интересно, развивает кругозор. Это то, что мы, родители, лишний раз не расскажем такие вещи. То есть прям с 1 классов, да, начинаются эти беседы? Да. С 1 Да. класса? По всей России, по всем школам. Да. Это уже Министерством просвещения Российской Федерации утвержденный план. Как я уже сказал, на сайте единых уроков все есть. Все родители могут зайти посмотреть, какую тему будут дети разговаривать. И вот как раз был же вопрос, за эти уроки будут ставиться оценки или нет. За эти уроки не будут ставиться оценки, потому что это не оценивается. Но обязательное посещение, вот не знаю, как в других школах, но у нас, потому что это как внеурочная деятельность каждого ребенка получается. Поэтому как бы обязывает посещать этот урок. Ну вот у меня как к родителю вопрос, да, а если родители по какой-то причине против того, чтобы ребенок посещал эти уроки? Ну, я думаю, что родители должны, в принципе, быть нацелены на то, чтобы ребенок получал всестороннее образование, не только которое в рамках школьной программы дается, но и внеклассное образование должно быть в любом случае. И вот даже 1 час внеурочной деятельности, я думаю, родитель должен поддержать своего ребенка, тем более школа всегда идет на то, чтобы сделать очень доступное для родителей расписание. Вот, поэтому, я думаю, родители должны поддержать школу и своих детей. Это делается во благо. Я так думаю, все равно. А, кстати, учителя получают доплату за эти уроки? Или это как классное руководство? Ну, во-первых, конечно, как классное руководство. Потом эта система действительно она существует очень давно. Ну, кое-что, будем говорить, информационно поменялось. Поменялось в области, ну, может быть, дополнительных каких-то материалов и так далее. А по сути, все учителя всегда вели классную работу, классные часы и по отдельным тематикам, там, и по правилам дорожного движения, и по поведению на улицах, и вот вопрос психологии рассматривали. То есть вот достаточно содержательно были программы разнообразные. Просто сейчас вот то, что линии определенные, это хорошо. Хорошо, что определенные линии дают какие-то направления, но тем не менее у каждого учителя, у каждого классного руководителя остается и такой, будем очень приличный люфт, чтобы раскрыть и себя, и выяснить, что с детьми, и вообще будет, чтобы было все это интересно и доступно, как правильно было здесь сказано, и соответствовало их возрасту. Ну вот, то есть насколько учитель в рамках этого урока может там задать свою тему или в рамках определенной темы как-то ее развернуть в какую-то сторону, которая там, ну, ему кажется важной. Вот такие насколько темы вообще на самом деле и самому учителю тоже это очень важно. Я как вот я уже сказал, то, что я учитель английского языка, а тут как классный руководитель я мог с детьми, вот как уже было сказано, да, мы разговаривали на тему ПДД, там, как вести себя в обществе, а тут еще и получается исторические факты я буду рассказывать. Ну, то есть и саморазвитие учителя тоже в этом идет, как бы вместе с детьми. Поэтому это очень полезно, я считаю. Вообще. А вот как психолог, вот вы знаете, считалось раньше, что были такие уроки у старшеклассников, типа вот этика и психология, там так далее. Да, насколько вот эти уроки могут к этому иметь отношение, да, а насколько это вот что-то похожее на политинформацию, которая там, скажем, у нас в школе была?
Ну, я просмотрела, да, примерный перечень тем разговоров о важном, да, и форму, в которой проводится это занятие, да, то есть это дискуссия. На самом-то деле, я так понимаю, что это действительно будут такие занятия, где дети и учитель будут обсуждать, высказывать мнение, делиться своими какими-то, возможно, ценностями, да, принципами. И здесь вот пока, на мой взгляд, это действительно очень гармонично выстроенная система, да, и политагитацию, но это, наверное, больше к юристам вопрос, да, скажем так. Но, на мой взгляд, это больше вот именно относится к кругозору, к расширению кругозора и формированию вот этих базовых ценностей человеческих и мировоззрения подрастающего поколения. Вот вы сказали про дискуссионность, и действительно в самом названии предмета, да, разговоры о важном, заложено как бы некая дискуссионность. То есть разговор это предполагает не лекцию, не то, что вот учитель что-то вещает, а ученики внимают внимательно и молча записывают в тетрадочку, да, а разговор. То есть предполагается какой-то диалог. Ну вот как я от Ксении услышала, что у них была игра, да, то есть все вступали в диалог. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и вернемся к обсуждению нашей темы через пару минут. Не переключайтесь. В эфире Якутия Лайв «За и против», и мы продолжаем разговаривать о важном. У нас сегодня тема, обсуждаем разговоры о важном, обсуждаем нововведения, которые у нас во всех школах страны с этого учебного года с гостями в студии. Будут ли во время разговоров о важном обсуждать с детьми специальную военную операцию? Нет. Я считаю, что нет, потому что детей вот такая ситуация не касается. Но патриотическое воспитание в любом случае идет. Не обязательно вот в таком прямом формате, как агитировать за Россию. И вообще такого не будет. Позволю не согласиться, позволю не согласиться, потому что я считаю, что именно в первую очередь сейчас наступил, ну, в какой-то степени такой ответственный момент, когда мы можем и в большей степени будем, так сказать, инициировать гражданскую позицию наших детей, как патриотов Отечества, потому что все, что происходит с нашей страной, со взрослыми, оно всегда, во все времена исторически, я уже не буду упоминать Великую Отечественную войну, касалось всех, и тех, кто учился в школе, и тех, кто сидел дома и так далее. Событие такого масштаба, оно не может пройти мимо детей. Будет очень печально, если мы, как педагоги, не сможем им объяснить. Они неизбежно ставят перед собой вопрос. Неизбежно. И мы с ними разговариваем на эту тему. И я, тем более, я учитель истории, когда мы ведем уроки истории и проводим параллели с теми событиями, которые сейчас так или иначе косвенно проходят в нашей стране с нашими гражданами, и в том числе с детьми на территориях, которые подвергаются, будем говорить, так сказать, определенному нашествию, давлению военному, там же тоже дети. При этом, если учесть, что силы, которые ведут против России борьбу, они не скрывают, что их агрессия направлена в первую очередь против детей. Это вслух говорят. Люди, обремененные там руководящими должностями, не скрывают. Удар должен быть нанесен и по детям. Ну, недавний случай, да, на прошлой неделе обсуждалось о том, что вот именно учителя на этих территориях приравнены к военным преступникам. В буквальном смысле. 12 лет лишения свободы. Мы здесь... Ну, я просто в качестве примера могу сказать, вот в субботу у нас
Якутский казачий полк проводил очередные осенние сборы для детей. Ну, это такие спортивные, такие патриотические, там и беседы, там и разные игры и так далее. Вот, ну, казалось бы, дети, да? Вот. Упражнение метания гранат. Ну, нравится, там, кидает и так далее. Вот у мальчишки не получается у одного, а ему ребята кричат: Максим, ну давай, ну за Донбасс. Максим разбегается, раз и кинул. Молодец, за Донбасс. Ну, дети обсуждают, дети, ну как мы можем в стране-то остаться? Вот это вот. Там, конечно, естественно, вопросы затрагиваются в том плане, что мы не имеем права не затрагивать эти вопросы. Если вспомнить, там, условно говоря, пионерские годы, годы октября, у нас дружина Зои Космодемьянская. Ну что же, мне объяснили, кто такая Зоя Космодемьянская. Конечно, сразу мы понимали, кто это такие. А Мы в их таком не можем случае, оторвать, насколько извините. вопрос этот дискуссионный? То есть, ну вот со старшеклассниками, допустим, да? Ну, я не думаю, что... Я согласна, что эти темы нужно и важно обсуждать, но поскольку это там с 1 класса, вряд ли ну, со второклассниками можно на эту тему разговаривать. Или можно, или я не права. Ну, на самом деле я соглашусь, да, с тем, что невозможно не затрагивать такие острые темы, которые сейчас стоят перед нашей страной, перед обществом, потому что здесь вопрос даже не в том, что это агитация или пропаганда, а в том, что каждый человек должен иметь свою какую-то позицию, не связанную с моими эмоциональными какими-то аспектами, а именно четкая аргументированная позиция. Почему вот я придерживаюсь этой позиции, неважно, какая бы та ни была, да? Зачастую сейчас у нас это больше такого эмоционального спектра, да, вот качели туда и сюда. А на самом-то деле вот задача взрослых сформировать, помочь вот в этих дискуссиях, разговорах с учениками, отвечая на их вопросы, на их чувства относительно этих событий, помочь им понять, почему я придерживаюсь этой позиции или вот этой позиции. И к чему может моя позиция вот это привести, какие последствия, или бы вот это. Потому что выбор по жизни перед человеком будет стоять всегда. И вот эти уроки, они помогут, мне кажется, на мой взгляд, особенно старшеклассникам, потому что подростки — это уже взрослеющее поколение, да, которые скоро выйдут в большой социум, скажем так, да, и будут самостоятельными. Им важно научиться делать этот выбор и просчитывать последствия этого выбора. То есть сформировать свою позицию. Да. У нас даже взрослые не все свою позицию сформировали, да. и не все ее высказывают. Потому что вот прячутся за какими-то, возможно, эта позиция неустойчивая, и она может быть ситуативная. Поэтому, а вот эти уроки, мне кажется, прекрасная возможность для того, чтобы научить молодого человека вырабатывать такую, скажем так, устойчивую, аргументированную позицию. Но вот, опять же, насколько это вопрос дискуссионный? Если, скажем, ну вот, допустим, я старшеклассник, который не поддерживает специальную военную операцию. Вот, ну, у меня, допустим, родственники на Украине, ну, что-то, какая-то семейная история, и вот... Он должен научиться выработать вот эти аргументы, почему я не поддерживаю, да? Почему, может быть, это действительно связано с его глубокими чувствами, которые ему сейчас достаточно больно, например, озвучивать, и поэтому он так остро реагирует. И тут вот как раз-таки Или вот роль учителя уже. Да, увидеть учителю, наверное, да, своего ученика, в каких-то вопросах помочь. Мне кажется, здесь главное это понимание, что наши действия не направлены против Украины и украинского народа. Речь идет о нацизме. Речь идет об античеловечной идеологии, понимаете, которая, в общем-то, в том числе мешает жить и людям, которые считают себя украинцами. А нам, в первую очередь, потому что мы должны были защищать, и это просто, ну, как сказать... Большая, видимо, очень заслуга нашего президента, что он взял на себя риск и ответственность, и мы встали на защиту людей, которые являются, в общем-то, в принципе, нашими людьми, людьми нашей культуры, людьми нашей цивилизации. Смотреть, как их просто нещадно там истребляют, было бы просто бесчеловечно. И в этом тоже урок для детей, даже маленьких, за своих надо стоять. Если мы, даже в маленьком возрасте, во 2-1 классе, не знаю, за своих надо
все-таки постоять, им уметь. И вот это воспитывать, вот эту гражданственность вот так потихонечку, чтобы растила. Потому что был определенный период, ну, я буду опять говорить про 90-е годы, когда мы полностью лишились объективных учебников истории и литературы. Все, что было касалось гуманитарных предметов, взял под свое крыло значит, Сорос, миллиардер известный. Он практически полностью заменил всю воспитательную вот структуру учебников истории и литературы. Нам дали обществознание и прочее. В 90-е годы, боже, в какой-то степени вот мы получаем результаты от подросшего поколения, которое, ну, вот, воспитывалось в основном за счет социальных сетей и того, что нам подавала, в общем, фактически информационная, ну, фронтовая линия. Вот, учителям было очень трудно, и сейчас очень трудно. То есть они попали под пропаганду западную? Они попали, да, и очень серьезно, в том числе попали и взрослые того периода, попали и отдельные учителя, потому что вот этот самый вопрос, вы должны быть не учителями, а вы обслуживающий персонал. Вы, в общем-то, обслуживаете. Вот, и ваша задача, вот вам написали, вот вам дали, и вот вы теперь в сторону ни шагу. То есть мы разговариваем о том, образование это услуга или это да. все-таки мы И вот несем вам что-то услуга, если там разумное, нет доброе, вечное. Сталинграда, если там нет Гагарина в учебнике, вот так и идите. Значит, ну, понимаете, это вот та ситуация, которая ставила любого учителя, в общем-то, гражданина, в ситуацию, когда он должен был объяснять детям: ребята, вот тут вот имейте в виду. Но сами понимаете, это сыграло определенную роль. Может быть, они сейчас уже взрослые, может, среди тех взрослых, которые, может быть, неправильно понимают то, что сейчас происходит. Потому что то, что сейчас происходит, это тот самый цивилизационный, антироссийский, так сказать, нажим, который шел на нашу страну постоянно. Просто мы выдержали этот нажим, но решили они нас еще сильнее. Да? Нам надо выдержать это, естественно, обязательно, даже без всяких разговоров. И поэтому в школе, конечно, все многое зависит тоже и от родителей. То, что говорят в семье всегда обсуждают. Видимо, смотрят по телевизору, какие-то реплики и так далее, дети слышат. И ответственность родителей, как граждан страны, вот, я уже не говорю об учителях, все-таки учитывать, что дети тоже слышат, и тоже что-то понимают, и что-то обсуждают и в своей среде, и вот на этих замечательных классных часах, которым разговор о важном. Потому что у нас сейчас практически все разговоры о важном. А тогда с какого примерно возраста нужно начинать эти разговоры? Смотря, наверное, о чем конкретно. Но я вот хочу сказать, да, что без обсуждения острых тем, любых тем, да, и не только СВО, вот у нас была пандемия, помните, у нас было столкновение прививочников, антипрививочников тоже были. Да, и здесь в студии тоже было столкновение. То есть они будут. И мне кажется, вот задача вот этих уроков, одна из таких важных задач, потому что мы говорим все-таки про дискуссию, про диалог, да, ввести детей в наш вот в социум, в котором разные точки зрения могут цивилизованно, аргументированно и адекватно оцениваться, приниматься или не приниматься, плюс критичность мышления. Развитие критического мышления, когда человек не только слепо доверяет какой-то информации, но ее и анализирует. Вот когда наши учебники переписывались, скажем так, да, все равно, мне кажется, есть поколение, ну, в этом поколении, да, на которых пришлось вот переписывание истории, дети, которые критически, благодаря взрослым в окружении, научились критически их оценивать. Ну, то есть саморефлексия и способность к рефлексии и критическому мышлению – это, в принципе, то, что должна школа воспитывать. Да, конечно. Да. Но сейчас ведь заново все учебники заново переписываются фактически. Заново. Вот, буквально в следующем году должны выйти новые учебники по истории и обществознанию. И, кстати, в этих учебниках уже будет специальная операция. Вопрос по специальной операции. И есть даже мнение в министерстве, что на следующий год это будет уже даже в ЕГЭ по истории. Вопрос, связанный с этим. То есть вы понимаете, как это, как бы сказать, вот эта вот идеологическая составляющая в реальности, которая идет, это они должны действительно всегда идти в ногу. Насколько это вот будет
Ну, я думаю, любое движение к истине, любое движение к тому, чтобы, вот, по крайней мере, обсудить и объяснить, что происходит, это позитивно. Особенно объяснить детям. И мы вернемся к обсуждению в нашей студии после короткого перерыва на рекламу. Не переключайтесь. Тут не так вот как несколько минут дискуссии, тут просто... Это программа «Якутия Лайв. За и против», и мы продолжаем обсуждение темы с нашими экспертами. И вот вопрос к вам, Муза Викторовна. Какова роль родителей вообще во всем этом? Потому что мы сейчас обсуждаем детей, обсуждаем школу, роль учителя, роль классного руководителя, вот роль родителя. Вы знаете, я посмотрела вот те задачи, которые были поставлены именно, уже утверждены на год. И там, кстати говоря, очень много тем очень хороших. Например, на следующей неделе будет тема «День пожилых детей» обсуждаться, да? День пожилых людей. А в нашем, например, у самых маленьких детишек, они как раз будут таки обсуждать отношения с бабушками, с дедушками. И вот что хотела бы сказать как родитель, потому что я смотрю, у наших детей не у всех есть, во-первых, бабушки, дедушки, не у всех есть семейные ценности. В семье, в которой у всех семьи разные, с разным уровнем воспитания, соответственно, с разным уровнем достатка. И вот от того, как ребенок уже относится к своим родителям, как ребенок относится к своему учителю, и видно, как он будет относиться к людям старшего поколения. Да? И вот эти вот классные часы, мне кажется, они для чего должны? Чтобы ребенок, у которого чего-то не хватает, он увидел, что, оказывается, как может быть, что-то перенял, что-то усвоил. Например, не все родители могут дать своему ребенку что-то интересное. Бывают родители, которые только в работе и все. И воспитанием детей не занимаются. Ну, согласитесь, бывают такие родители, да? И ребенок, соответственно, должен именно в классе, может быть, получить, наоборот, расширить свой кругозор хотя бы. И где-то вот пополнить свои хотя бы такие, скажем так, воспитательные какие-то, может быть, навыки. Как, он должен научиться уметь разговаривать, уметь общаться с людьми старшего поколения. Ну вот, поэтому роль родителей в данном случае такова, что мы своим примером все должны своим детям показывать. Как мы относимся, как мы общаемся в жизни, как мы ведем себя везде в обществе, так и наши дети себя ведут. Так же получается. Да. Поэтому наша задача как раз-таки все начинать с себя. От того, как мы себя ведем, как мы себя подаем в жизни, так и наши дети, я думаю, будут также воспитаны в тех же традициях, в том же духе. У нас, например, на той неделе была тема, посвященная городу Якутску, нашему мэру. И вот очень моему ребенку, например, очень понравилась эта тема. То есть ребенок, наши дети начинают хоть узнавать. Вот именно задача этих классных часов – воспитание патриотизма, чувство любви к родине. Не обязательно в целом, мы сейчас говорим о России, да, давайте начнем там с небольшого, к любви к своему городу, к любви к своей школе, чувство ответственности, которое они, например, должны воспитать в себе. И в дальнейшем, как они будут себя вести уже в окружении, в обществе. То есть мы сейчас с вами вспомнили 90-е годы, когда школа была лишена, собственно, воспитательной, да, роли, так скажем. Ну, не лишена, а... Притормозили развитие воспитательных аспектов, потому что тогда это было и не нужно. Вот. Меньше всего надо было обращать внимание на понятие «родина», «отечество». В большей степени люди стали замыкаться, в том числе родители, из-за экономических проблем и так далее. И мы сейчас к этому возвращаемся, и даже несмотря на то, что я полностью согласен, что вот мой дом, вот мое дерево и так далее. У нас же помимо разговора о
словам, у нас дополнительно еще подъем государственного флага, церемония торжественная Российской Федерации, и подъем государственного флага Республики Саха-Якутия. Мы так или иначе, ребенок какого-либо возраста был, он все равно сразу понимает, вот мой дом, вот мой город, а вот Россия. И это правильно, то есть мы как бы выстраиваем линейку, к которой он тоже тянется. Да, вот я здесь, я в этой школе, а вот большая страна, к которой я принадлежу. То есть вот этот посыл-то вот во всей идее, которая пришла в школу, она именно в этом. Чтобы люди осознали себя, вот у нас более 200 народов, понимаете. Мы уникальная страна, в мире нет страны, где бы жило столько народов, сохранив свою культуру, язык, традиции и так далее. Ну, в буквальном смысле нет таких стран. Может быть, это и причина, то, что мы вот цивилизационно подвергаемся вот такому, понимаете, постоянной агрессии и нашествию. Ну И вот, кстати, про гимн и флаг, да, это нововведение с этого учебного года во всех школах России, но мы знаем, что у нас в республике это уже 2 года как практикуется, да, во многих школах. Больше. С 19-го года, если я не ошибаюсь. Ну, в 33-й в школе с 2001 года. Мы у себя в школе это... А, вы у себя в школе Да, сами? да, просто вот с этого начинался у нас учебный день. Всегда утром приходили дети, приходили родители, звучал гимн России, звучал гимн, значит, республики. Все вставали, и родители в том числе, все привыкли буквально, ну, в течение месяца. И только после этого начинали проходить наверх на уроки. Это вот было как-то уже традиционно. Все это делало школьное самоуправление. Старшеклассники. То есть старшеклассники сами Это все сами организовывали, решили. музыку, поднятие стягов, объявляли, что теперь проходите, учебный день начинается, проходите в свои кабинеты и так далее. Это была очень традиция, такая долгая. Ну, продолжалась где-то примерно до 2010-2012 года. Вот. Там просто сменилось потом поколение. Ну вот есть такое мнение, что действительно, когда это инициатива самой школы, тем более совета старшеклассников и так далее, это воспринимается, ну вот, на позитиве, правильно и так далее. Но если это как бы навязывается сверху, то у подростков, которые склонны вообще, в принципе, к бунту, да, к неприятию, к отрицанию, у них может, наоборот, возникнуть отторжение какое-то. Вот как психолог, как вы считаете? Ну вот, опять-таки, это тема объяснений, да, ребенку планомерно, систематически объяснять, почему это важно, да. Можно быть не согласным с политическим курсом, можно быть не любить или как-то относиться к своей, ну вот, родине, да, желать переехать и так далее, но тем не менее, разве люди, которые здесь жили из поколения в поколение, да, которые восстановили после Второй мировой войны родину, которые в 90-е выстояли, которые запускали космические аппараты в космос, да, разве эти люди не заслуживают уважения? Просто, на мой взгляд, что такое поднятие флага и гимна, да, встречи, ну, гимна стоя, да, это дань уважения тем поколениям, тем людям, которые сейчас трудятся и сейчас защищают Родину, и которые защищали, в том числе мои бабушка с дедушкой, которые прошли войну, и моя мама, которая в 90-е годы нас, скажем так, вырастила, да, выстояла все эти тяготы. Разве ради них я не встану на пару минут и не проявлю уважения? Ксения, а как вот одноклассники твои воспринимают то, что приходится в 8 утра вставать и гимн слушать? Ну, в 8 утра мы всегда встаем в школу, как мы приходим. Но гимн мы и так любим, мы все знаем гимн. То есть, ну, нам ничего не стоит просто встать и 2 минуты уделить тому, чтобы отдать дань вот, уважения к родине. Мы поем его на уроке. Слова знаете? Естественно. Вот. Все знают слова, и мы вместе с учителем поем, а потом начинается разговор о важном, и мы все вместе разговариваем, обсуждаем. А когда вот, когда ты поешь вместе со всеми гимн, что ты чувствуешь в этот момент? Ну, на самом деле я вот безумно, вот правда люблю вот свою родину, свою малую родину, и вот гордость, и, наверное, чувство причастности ко всему этому. Что происходит, допустим, ну, происходило раньше, что я чувствую, что вот на моих плечах тоже есть доля ответственности за свое поколение, за будущее поколение. И что
главное это двигаться дальше и не понижать планку. Наверное. Здесь нужно понимать, да, что все равно процент, которые будут категорично против, он не только в детском обществе есть, да? Он есть и во взрослом обществе. И если мы будем ориентироваться только на эту часть общества, мы можем потерять ту большую часть, которая, например, готова слушать, готова воспринимать, готова выражать свое отношение. Поэтому здесь, мне кажется, больше должно быть вот именно объяснительной такой работы. Ну, скажем так, может быть, у ребенка, который против, есть определенные трудности. И это, опять-таки, повод для того, чтобы с ним поговорить по душам. Рассказать, а что с тобой происходит, а что случилось? А может, у человека что-то в семье, да, и так далее, какие-то трудности. Поэтому, ну, тут ориентироваться только потому, что будут против, ну, кажется, такой вот... Ну, то есть мы подчеркиваем, что опять большая роль взрослых, как это все будет подаваться. Если у взрослого в душе пустота, то на любое мероприятие, любое дело самое такое будем. А если дети чувствуют, что взрослый волнуется, что он испытывает какие-то эмоции, они сами подтягиваются под это тоже, понимаете. Взрослый не должен быть равнодушен. Он тогда пусть занимается другим делом каким-то, но если ему поручили это, значит, он должен делать это так, как положено гражданину. Я с вами полностью согласен вообще. Ну, вообще гимн – это же часть нашей жизни, нашей истории, вообще вот сопричастности к большой, огромной нашей родине, России. Ну и Якутии тоже, да. Поэтому вообще гимн должны знать дети. Вот даже давайте возьмем ту же Америку сейчас, да. Вот, их самого ребенок только заговорил, его сразу начинают учить гимн в первую очередь. И как приложить правую руку к сердцу и стоять и слушать, и говорить, что Америка, да, вот это сила, это вот такая страна. Поэтому у меня собственный сын, я его тоже учу, то, что Россия – это наша страна, это сила, и мы должны поддерживать ее всегда и в любом случае. Поэтому ребенок тоже знает слова гимна, 6 класс, спокойно поет, гордится. Лично я, когда звучит гимн России и Якутии, сразу мурашки по коже бегут. Ну, то есть, опять же, очень многое зависит от нас, взрослых, да, как мы к этому отнесемся, как к этому отнесутся в школе учителя, как отнесутся родители. От этого зависит, да, станет ли это просто каким-то официозом для галочки, какой-то непонятной информации, или это действительно будет разговор о чем-то важном. Но мы обязаны это делать, вы понимаете, мы обязаны это делать, потому что будущее страны, мы всегда говорим, это будущее, это им придется бороться за ресурсы в 21 веке. 21 век уже объявлен веком борьбы за ресурсы. Они примут на себя, мы там начали принимать на себя удар. А ведь основной удар придется как раз на то время, когда они выучатся, когда они получат профессии. Да? И они столкнутся с тем противодействием, которое уже налажено, понимаете, которое уже существует. И от нас зависит, мы же прививки делаем, правильно, когда детям, чтобы они крепче, здоровее были. Здесь мы тоже сейчас этим разговором о важном, мы делаем прививки, такие патриотизма, духовности и так далее. Если мы это не сделаем, как они вообще жить-то будут? Ну что ж, я благодарю всех гостей в студии за участие в программе. Это была программа «Якутия Лайв. За и против». Смотрите «Якутия Лайв» на канале «Якутия-24» по будням в 19:15, а на канале НВК «Саха» по понедельникам. Расскажем, чем живет Якутия.